Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, які знаёміць вас з вялікім кінавідэафондам Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Сёння вас чакае сустрэча з яркім, цікавым выканаўцам, майстрам опернай сцэны, народнай артысткай Рэспублікі Беларусь Натальяй Рудневай. Наталья Александровна Руднева скончыла Самарскае музычнае вучылішча імя Шаталова, Беларускую дзяржаўную кансерваторыю імя Луначарскага. З 1981 года вядучая салістка оперы Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь. З 2011 кіраўнік групы стажёраў Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Старшы выкладчык кафедры спеваў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Уладальніца моцнага і прыгожага голаса меца-сапрана Наталья Руднева стварыла на сцэне вялікага тэатра выразныя вобразы ў операх класічнага і нацыянальнага рэпертуару. Яна з'яўляецца членам журы конкурса выканаўцаў рускага раманса «Романсіяда» ў Маскве. Яе голас гучаў на оперных сцэнах Іспаніі, Германіі, Польшчы, Партугаліі, Бельгіі, Бразіліі, Аргентины. Наталья Александровна, добрый день. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашем кинозале. И, как и наши телезрители, рады тому, что сегодня вы наши гости. Насколько я знаю, абсолютно не планировали быть певицей. Вас привлекала математика, точные науки. И все же судьба выводит вас совсем в другом направлении. Моя мечта была стать педагогом физики и математики. И училась я очень хорошо. И всего 3 человека с нашего класса имели вот хорошие оценки для того, чтобы можно было поступить в институт. Но я занималась художественной самодеятельностью. И мой педагог в художественной самодеятельности сказал: сходи, пожалуйста, прослушайся в музыкальное училище. Я пошла, прослушалась в училище музыкальное, Куйбышевское, и заведующий кафедрой мне говорит сразу же: ну, на 1-м курсе мы будем петь вот это, на 2-м, на 3-м, и начинает перечислять. Я говорю: стойте, стойте, я не буду поступать. Как не будете поступать? Вам надо обязательно учиться. Я пришла, сдала все на 5. И пришла когда домой, мама говорит категорически забирать документы, а папа говорит: как я счастлив, что ты будешь заниматься музыкой. Но вы представляете, через год у нас был сбор выпускников в школе. И я прихожу в школу, и со мной учитель физики не здоровается. Я: да почему? Да, ну, потому что ты изменила своей профессии. Ты должна была заниматься физикой и математикой. Вы когда-нибудь с этим преподавателем позже встречались? Нет, никогда. Позже, вот только через год, вот после уже года училища проучилась, и я вот пришла на эту встречу. И больше я его никогда не видела. Сложнее.
что слышал где-то, томит сегодня меня, томит сегодня меня. Но я знаю, что вам пророчили как бы дальнейшее обучение, уже высшее образование получить в Санкт-Петербургской, на тот момент Да. Ленинградской консерватории. А вы не поехали? А я не поехала, потому что я, опять же, я не собиралась быть солисткой. Мне так нравилось в хоре. Я даже вот предмет ансамбля, дуэт в училище любила больше, чем специальность. И я мечтала работать в хоре. Это уже тоже на сцене. Да тем более такого театра, большого театра в Беларуси. И я сказала, что я дальше не буду учиться. А мы вместе с мужем учились в музыкальном училище, а он мечтал учиться. Я говорю, вот, видишь, как хорошо. Ты будешь учиться дальше и станешь солистом, а я буду артисткой хора. А у нас был один преподаватель по специальности, по вокалу, Барынин Владимир Афанасьевич. И он к тому времени заболел, у него была гангрена. И он мне сказал, дай мне слово, что ты будешь учиться дальше. А как не дать слово перед постелью умирающего человека? И я вынуждена была поступить в консерваторию. И тут уже, заканчивая консерваторию, будучи на 5-м курсе, главный дирижер театра тогда Анисимов Александр Михайлович говорит, а можно вас вот пригласить? У нас готовилась премьера спектакля Верди «Риголетто». Ему уж очень хотелось молоденькую актрису на роль Маддалены. Ну, вы попробуйте. Я пришла, пропела, ну, выучила, конечно, пропела. И так получилось, что я пела премьеру. Не те, которые много лет уже работают в театре. Ну, в общем, таким образом как бы решилась моя судьба, что я буду работать в театре. А физики и математики, конечно, я забыла. Безусловно. Но я вам хочу сказать, что очень помогала мне математика. А в чем вот интересно? А вот такие произведения, например, как Моцарта, Так. когда изложение идет такое, как квадратами, 4 такта, 8 тактов и все. Я запоминала на раз. 4 такта вот такой темы, 4 такта вот этой темы, тут дважды по 4 повторяется, тут все. Я мгновенно. Я очень, вообще, память у меня хорошая, я даже никогда этого не знала. А вот когда, чем больше я пела, чем больше мне приходилось учить нового, я себя ловила на том, что мне очень помогает математика. А значит, все-таки все не зря. Да, получается, что так, что все не зря. Ну и, конечно, после того, как пришлось на сцене исполнить 1-2 партии, особенно ведущие, конечно, я уже после этого жить без этого не могла. Когда живешь жизнью своей героини, а как это интересно, это проживаешь несколько жизней, не только свою. И, конечно, я уже втянулась, и после этого я даже и не представляла себя ни в какой другой профессии. Сейчас я предлагаю обратиться к нашим фондам. Это 1996 год, и в вашем исполнении мы послушаем арию принцессы Эболи из оперы Верди «Дон Карлос». Потрясающий мир классической музыки, очарование вашего голоса. За дирижерским пультом Александр Михайлович. Да, это концертное исполнение. В то время, эта партия, расскажите, поделитесь воспоминаниями.
Честно сказать, я не видела этой Ни записи. разу? Да. Прекрасно. Это для меня такой большой сюрприз. Этот спектакль ставила Маргарита Николаевна Изворская, Елизарьева. Я с удовольствием, конечно, участвовала в этом спектакле. Это вообще мечта любого голоса меццо-сопрано спеть эту партию. Считается самая сложнейшая партия для меццо-сопрано. Вот именно это. Ну, уже не говоря об актерской стороне этой роли, это было очень интересно. Правда, к тому времени у меня уже был какой-то опыт, но в основном попозже, вот в наше время, такие партии сложные в более позднем возрасте пели. А мне вот посчастливилось. Когда мы готовили этот спектакль, дирижером был Ярослав Антонович Ващак. Да, и потом уже позже, так как это концертное исполнение, это уже с любым дирижером можно было. А в спектакле я пела с Ярославом Антоновичем Ващаком. И есть еще знаменитый спектакль, который я пела вместе в паре с Гулегиной. Она была Елизавета, а я была принцесса Эболи. Был очень хороший спектакль. Я тоже вспоминаю на сцене нашего театра. Очень интересная партия, и она чем интересна? Вот после того, как я ее исполнила, у меня появилась такая мысль, ну что, оказывается, вот такие сложные вещи я тоже могу делать. Уверенность больше, да? И уверенности больше дала, потому что я очень много слушала всевозможных записей именитых певиц, и всегда, когда слушала, думаю, эх, мне бы вот научиться, а вот еще так, а вот еще там она на пианиссимо так поет, ой, ну как бы мне это вот и научиться, я постоянно училась. И вот после исполнения вот этой партии, самой сложнейшей для меццо-сопрано, я все-таки поняла, что я себя до конца не знала. Наталья Александровна, как только вы пришли в наш Большой театр, вы пели в хоре. А что вот кроме вот этой ансамблевости, ну и знакомства с театром, дали вам еще вот эти несколько лет? Ой, во-первых, то, что я научилась не бояться сцены, спокойно выходить. Ведь всегда же, когда в группе выходишь на сцену, как-то более смело себя ведешь. Да. Чувство локтя? Да, чувство локтя, да, я не одна. Фрида Михайловна, например, Смелковская, это жена знаменитого дирижера Смелковского, она меня все подпихивала вперед. Ну, ты молоденькая, хорошенькая, иди вперед. А я волновалась. Она говорит, я рядом с тобой, не волнуйся. Если даже что-то будет не так, я перекрою, я все сделаю. Она меня приучила к сцене, не бояться сцены, а любить, жить на этой сцене. Забывать о том, что там я могу забыть слова или что-то. Играть на сцене, как будто я главная героиня. Вот этому меня хор научил. И, конечно, чистоты интонации. Не та ли это старая корзина, в которой я картошку приносила вдове, паршивой сводне, чтобы она свою кровать нам сылом уступала? Ой, бедный Гюльнер, жалкий нищий Гюльнер, как тут все знакомо, как тут все знакомо. Вон колокольня древнего собора, которым я когда-то мечтала обвенчаться.
там вдали, за крышами окраин, Петров сарай, где я утратила невинность. Наталья Александровна, спектакль, многолюдный спектакль, сложный. Это белорусский композитор Сергей Кортес. Классика литературная. Ну, кто-то знает телефильм, но знаю много очень отзывов о том, что наша оперная постановка блестящая. А вот автор этой постановки – известный, талантливый режиссер театральный Николай Пенигин. Как работалось с ним? Ну, а также с кем вы еще на сцене были? Ваши коллеги Виктор Чернобаев, Тамара Глаголева, Михаил Жилюк, Сергей Франковский, Эдуард Пелагейченко. Расскажите. Аркадий Маркович Савченко. Вот. У меня в памяти осталась работа с Николаем Николаевичем. Мне настолько было интересно работать. Это раскрывалась еще одна грань как актрисы. Вот с этим, именно с этим режиссером. Очень много было задач. Он ведь ставил практически как в кино, как драматический спектакль. Вот мне очень было интересно работать. И он настолько увлек всех моих партнеров, потому что музыка очень сложная была, атональная, непривычная. Это не Верди, не Чайковский. Но за игрой, за действием как-то настолько все уложилось в музыке. Мне казалось поначалу, когда мы начали учить этот спектакль, что я никогда не выучу вокально, настолько это сложно. А дирижировал еще спектаклем Парваторов Геннадий Пантелеймонович. И когда он пришел к нам на первую репетицию, на первую спевку, и начал нам раскладывать музыкальный материал не просто по нотам, а по фразам, по смыслу, мы вышли после этой первой репетиции, слушайте, все говорят, да музыка-то какая хорошая, да как все укладывается, да все же понятно. И в музыке интонация уже играет какую-то роль, за актера уже играет какую-то роль. Готовясь к нашей программе, с удовольствием изучила все, ну, практически все партии, которые вы исполняли. Назову, конечно, в вашем эфире не все это какие спектакли. «Аида», «Риголетто», «Бал Маскарад», «Дон Карлос», «Травиата», «Кармен», «Царская невеста», «Борис Годунов», «Визит дам», множество других спектаклей. Но я не ошибусь, если выделю из этого неполного списка «Царскую невесту». Расскажите, в вашей жизни связана очень интересная история с этой постановкой. Заканчивая консерваторию, я подготовила партию Любаши в спектакле «Царская невеста» Римского-Корсакова. Ну, тут же вскоре, после окончания консерватории, я же уже была распределена в театр, в оперный. И буквально, наверное, с сентября начался сезон, а в октябре месяце классический случай театральный, заболевает исполнительница главной партии Любаши, а должна была петь Светлана Филипповна Данилюк. И я прихожу на репетицию в театр, я даже не помню сейчас по какому спектаклю, может быть, «Снегурочка», не помню. И мне задают такой вопрос: а вечером споешь Любашу на сцене Большого театра? Ну, вот я подумала, иль пан, иль пропал. А дирижировал спектаклем Лев Поликарпович Лях. Я к нему пришла, мы все с ним оговорили. Он говорит: ты знаешь, а я в тебя верю. Я говорю, ну давайте попробуем. Вышла я. Конечно же, я, не так спела, как я потом впоследствии пела. 2-й, 3-й, 5-й, 10-й, 20-й спектакль, безусловно. Но как-то я, в общем-то, я справилась. И главное, что, вы знаете, я, может быть, смогла доказать, что я могу в нужный момент собраться на сцене. А это очень много значит. С каждым спектаклем, который мне предлагали, я, конечно, все больше интересовалась историей этого произведения. А что можно интересного придумать, даже кроме режиссерской трактовки? А вот что можно еще от себя привнести? Это касалось только внутренних, конечно, чувств моих, потому что общую трактовку я не могу изменить. И можно сказать, что я была авантюрист на сцене, потому что очень часто
режиссер иногда предлагал такие мизансцены, что, казалось бы, невозможно спеть и исполнить эту мизансцену, сидя, лежа на спине, на животе, как угодно, и при этом петь, и сложные партии петь. И многие наши певцы отказывались от этого. «Ой, что вы, я не смогу, у меня собьется дыхание» или еще что-то. А я с каждым режиссером, когда работала, говорила: а давайте попробуем. А давайте попробуем. Ну, мы же всегда можем отказаться, конечно, если не получится. Да, а давайте попробуем. А можете вот вы на второй этаж взбежать в быстром темпе и потом сразу петь сложный вокальный кусок. У вас же дыхание собьется. Я говорю: а давайте попробуем. А потом я помню, как в «Кармен» мне предложили со второго этажа прыгнуть на стол. Стол на полу же стоял. Да. Достаточная высота. В цыганской песне, которая самая сложная у «Кармен». Не сикидили, не хабанера и даже не гадани, а именно цыганская песня. Она вокально очень сложная была и очень много всевозможных движений. И в проигрыше между куплетами спрыгнуть на первый этаж. Я говорю: а давайте попробуем. А каким-то образом, я не знаю, утренняя зарядка, что-нибудь еще, все-таки надо быть в форме, что-то делаете? Нет, утренней зарядки у меня не было, только потому, что мне было некогда. Этим не было когда заниматься. Да. Потому что не секрет, когда спектакль заканчивается поздно, ты приходишь домой, и естественно, что сразу ты не заснешь. Это получается, что часа 2-3 ты переживаешь, перевариваешь это все. А вот это так тут и не получилось. А вот в следующий раз я обязательно по-другому сделаю. А утром дочка встает в школу каждое утро. У нее все 10 лет была первая смена. Да. А жила я тогда в хрущевской квартире, и я в проходной комнате. А еще нужно завтрак сделать. Это уже позднее, но у меня человек самостоятельный, когда ей уже 10 лет исполнилось. Она говорит: мама, ну не вставай ты, пожалуйста, ты же так поздно легла. Я сама тихонечко все сделаю и пойду в школу. Она ни разу не опоздала в школу. Дисциплина. Может быть, это тоже театр. Потому что с 5 лет выходить в студию в оперной. Она в детской сначала, да? В детской студии, да. Она, конечно, этим грезила. Она с детства грезила работать на сцене в оперном театре. Солисткой не получилось. Она стала артисткой хора. Уже вот много лет она работает артисткой хора, выходит на сцену. Наталья Александровна, а расскажите, пожалуйста, о работе с другими режиссерами. Большую роль в моей жизни сыграл, конечно, Семен Александрович Штейн. Он, во-первых, заставил меня поверить еще больше в мои возможности, потому что по его предложению я снялась в фильме-опере «Альпийская баллада». Мы показывали это на камерной сцене, этот спектакль, для клуба любителей оперы. И, как он считает, что это был очень удачный спектакль, а это на 2 человек. Иван и Джулия. Со мной был партнер, народный артист Игнатьосов Владимир. Мы показали, когда этот спектакль, он обратился к режиссеру на телевидении, к Николаю Геннадию, и говорит, что я хотел бы, вот, чтобы не так часто фильм-оперу именно показывают по телевидению, телевизионный тем более фильм, да. И Геннадий тогда поставил условие: хорошо, пусть они озвучивают, а мои актеры будут играть. А Семен Александрович говорит ему: а вы все-таки придите на наш спектакль. Посмотрите, вдруг вы измените свое мнение, потому что ребята работают хорошо, актерски. Вот. Кроме того, что пение, там, хотя, конечно, что такое война и военная тема, и опера, когда приходится петь, бежать, это, конечно, сложно, но это уже в фильме. Вот. Но и в спектакле тоже, хоть и на маленькой сцене, но все это надо было тоже изобразить так, чтобы публика поверила. И он пришел. Пришел на спектакль, посмотрел и подошел к нам и говорит: ребята, я был неправ, я буду снимать вас.
Сгущается мгла, пусть ветер беснуется лютый, и нет ни еды, ни тепла. Нельзя нам терять ни минуты. Валера Булдык был оператором. Ой, как это было все красиво. Во-первых, мне Семен Александрович предоставил такую возможность узнать, как проходят съемки кино. Вот. Потому что я как бы еще одну часть искусства я познала благодаря Семену Александровичу. Потом, что такое оперная певица, которая бежит босиком по снегу? Или лезет по горам, цепляясь за горы снежные, ну, вот ногти сдирает до крови. Но ведь учесть, что после этих съемок, вот, ну, 2 недели они идут, я должна приехать и петь в опере. Это было очень интересно. И вот благодаря Семену Александровичу я попала вот в это чудо. И опять же лишний раз проверила, ну, человеческий организм, на что он способен. Ну, я фанат своей профессии. Если я настолько увлечена вот этой работой, я не замечала этого снега под ногами голыми. Передо мной была поставлена задача, и я ее выполняла. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного. Собаки! Они собак пустили! Я хочу вспомнить сегодня в нашей программе с вашей помощью еще одну постановку Семена Штейна. Это уже классика, оперная классика. Верди «Бал Маскарад». Опера звучит на итальянском языке, и здесь вот тоже очень интересно, как работали над ней. Язык иностранный, насколько это вот репетиционный период, насколько комфортно было. Прежде всего, Семен Александрович рассказал нам, какая у него задумка, потому что вот эта Ульрика во многих спектаклях, ну, где колдунья, где цыганка, где типа экстрасенса, ну, разные постановки. Мистический, там, да, мистический образ, да, и у каждого режиссера она разная. Где-то я смотрела, она просто красивая цыганка. А Семен Александрович сказал, что это колдунья с горбатым носом. Мне клеили нос специально из гумоса делают. Делали морщины, как прямо рытвины такие. Я когда за кулисы, когда выходила, не сразу люди узнавали, кто идет.
Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с дирижерами. Вы упоминали, вы называли уже имя Лев Лях, Геннадий Провоторов. Кто еще? Как работалось с ними? Ну, Николай Сергеевич Колядко, с которым мой Кармен, и была и постановка с ним. А когда я только пришла, я работала с замечательными еще дирижерами. Вот прежде всего Снегурочка с Машенским и сказки Гофмана с Коломейцевой Татьяной. И ставил, кстати, этот спектакль Александров Юра, который сейчас в Питере работает, в Михайловском, в камерном своем театре, да. Вот он приезжал и ставил этот спектакль. Тоже была очень интересная работа. Но вот там дирижеры, которые ни на йоту не отходили от классики. Сейчас уже вот в наше время, конечно, многое допускается не просто в режиссерской постановке, ну, даже и в дирижерской. Ну ладно, ну давайте, или купюр какой-то, или давайте мы немножечко по-другому окрасим вот эту ситуацию, которая заложена, казалось бы, драматически, а мы немножечко ее по-другому окрасим. И дирижеры иногда идут на это. А тогда это абсолютно чисто классическое прочтение партитуры. Не на йоту. Сейчас можно делать какие угодно ферматы, там, паузы, ну, для общего достижения вот, спектакля, да? А тогда абсолютно сплошная математика. Но спектакли-то хорошие получались. Кроме этого, я же очень много работала с дирижером военного оркестра. Мне хотелось себя попробовать, романсы попеть, а программы старинные романсы, а с народным оркестром, а с актетом балалаек. И все же мне хотелось все попробовать в своей жизни. Вот недаром же есть такая поговорка: в жизни надо все попробовать. Ходил по земле твоей, слышал твой голос, шелох сосен и трав, и всплеск твоих рек, и что убачил и пущи невы веселы, и долины я сердцем запомнил навек. Очи прикрою рукою, все бачу, насквозь красоту твою я, как запомнил, что дыхать бы змолку с тобою, Я хочу сегодня в нашей программе вспомнить с вашей помощью очень интересный телевизионный цикл. Назывался он «В поисках гармонии», и он был очень популярен в конце 90-х. Шуберт, Брамс, Лист. Я настолько благодарна Ларисе Павловне, что если бы не она, я бы мимо этих произведений прошла. Я бы никогда не знала, что существует вот такая музыка. Да, в основном Чайковский, Рахманинов, Глинка, Римский-Корсаков, даже Гурилев, Аляпьев, все это часто исполняемая музыка. А это нет. Это музыка, которая вот просто в 5 романсах прожить человеческую жизнь. И вот были на телевидении съемки вот того же Шумана, 5 стихотворений Марии Стюарт. Вся ее жизнь в 5 этих письмах. Oh,
Сергей Прокофьев, Маддалена. Это сопрано, но у вас другой диапазон, да, меццо-сопрано. И есть все-таки, наверное, вот та верхушечка, которую меццо-сопрано... Когда Семен Александрович ко мне подошел вот с этим предложением, он собирается ставить такой спектакль, а спектакль до этого в Советском Союзе нигде не ставился. Да, это опера 18-летнего композитора. И он ко мне подошел и говорит: я хочу, чтобы ты пел спектакль. Я говорю: Семен Александрович, так это же для сопрано. Я говорю: да я, наверное, там и не справлюсь. А он мне говорит: увидишь, когда ты войдешь в образ и будешь исполнять этот спектакль, ты забудешь, что там есть до 3-й октавы или там си 2-й октавы. Ну, самые трудные ноты, даже для сопрано они трудные. Вот увидишь, вот когда ты начнешь играть. Наверное, все-таки он частично видел во мне актрису или что-то. Поэтому он так вот и предложил мне. И действительно, когда вот я начала играть эту роль, я вот настолько увлеклась и глубоко проникла, что я даже не заметила, что там были высокие ноты. Поется и поется, голос идет и идет вверх. За все благодарю Господа Бога, что вот Он мне дал такую возможность и такие способности. Молодой композитор, слушайте, ну и музыка такая, драматический образ, а диапазон красивый, как выписана музыка, партия. да. И вы очень смелые. Да. Певица. Я же говорю, авантюристка. Замечательно. Наталья Александровна, вы еще и старший преподаватель кафедры пения Белорусской государственной академии музыки. Да. Работа, уже 14 лет. Вот, работа с молодежью, с теми, кто, возможно, потом станет стажером, кто станет солистом. Да, так и было. А вот что она для вас дает? Во-первых, первые педагогические уроки, вот когда я только начала преподавать, я сама с ними училась. Я училась просто преподавать, потому что одно дело, ты выходишь и поешь на сцене. Далеко не каждый певец может передать свои знания. Может быть, он и много знает, но не знает, как это передать, вот эти свои знания. Он может сказать: послушайте меня, делайте так, как я, и все. Вот. Для этого, конечно, очень много еще надо литературы педагогической прочитать. И, к счастью, в Академии музыки есть педагоги, которые на сцене не пели в опере, но успешно преподают. Это тоже какой-то определенный талант Богом данный, да. А мне нужно было это все соединить. И сценическое мастерство, и педагогическое мастерство. И, конечно, первые уроки, которые у меня проходили с учениками, сплошные сомнения. Мне не хотелось, чтобы они меня копировали, чтобы у многих есть, кстати, особенно первый курс, вот такой дар у учеников копировать своего педагога. И иногда я вот сейчас слушаю, бываю на экзаменах первого курса, второго, закрою глаза, я знаю, чей это ученик. Потому что это вот это певица или вот этот певец, он работал на сцене, вот теперь его ученик полностью копирует. Но ведь ты пока учишься, ты можешь, тебе показывают, и ты копируешь. А когда ты вышел в самостоятельную жизнь, и тебе уже никто не показывает, и некого копировать, но надо точно знать, куда посылать звук, как добиться результата, что надо делать для этого. Поэтому я
стараюсь, конечно, меньше показывать, ну, в исключительных случаях, а вообще больше рассказывать. И потом ведь каждый ученик – это индивидуальность. У него же не такие данные, как у меня. И вот надо на благо его развивать его данные. И то конечная цель – научить человека петь, чтобы он, тем более, если у него очень хорошие данные, приходит с очень яркими данными, чтобы все-таки он пришел потом в театр или филармонию и занялся любимым делом. Наталья Александровна, а кто или что вдохновляет в профессии и в жизни? Профессии, ну, когда-то в свое время вдохновляли, конечно, концерты и записи великих певцов. Для меня это всегда была Архипова Ирина Константиновна. И я помню, какой-то был конкурс в Минске, он проходил, по-моему, в 1981 году, Глинки. Она меня вызвала к себе. Я ничего не получила, никакого звания, и она к себе вызывает. А Родня, вы зайдите, подойдите к Ирине Константиновне Архиповой. Я подошла, думаю, господи, интересно. А я прошла 2 тура, а в 3-й тур я не прошла. И она мне говорит: вы знаете, как мне близка ваша манера пения. Я говорю, ну, скорее мне ваша близка, потому что я училась на ваших записях и всегда ее как-то вот выделяла. Ведь тогда в то время царили на сцене и Синявская Тамара, и Образцова Елена. Но, по-видимому, для моего голоса ближе всего была Ирина Константиновна. Вот. И она мне и говорит: я не могу понять, почему у вас там низкий балл, что вы не прошли в 3-й тур. Но поверьте мне, у вас все в жизни будет хорошо. Вы на верном пути. Она меня всегда вдохновляла вот в этой профессии. Вот, кстати, она всегда говорила, что певец – это 50% голоса и 50% головы. Вот это то, что касается моей профессии. А второе, что… В жизни. В жизни. Просто в обыденной, в простой, в этой жизни. Вне театра. Опять же, люди мягкие, добрые, талантливые. Ведь быть добрым – это тоже талант. Быть сочувствующим людям – это тоже талант. Далеко не все в наше время это могут вот себя вот так показать. И я всегда вот вдохновлялась вот такими людьми, которые очень много преодолели трудностей, но остались людьми добрыми, понятливыми, сострадающими, сочувствующими. Наталья Александровна, и вновь мы обратимся к нашим архивам. Звучит реквием Моцарта в рамках программы, посвященной 10-летию Чернобыльской трагедии. Вы исполняете это произведение вместе с Московским камерным хором под управлением Владимира Минина. Я не видела этой записи, и мне вдвойне приятно видеть не только себя, а моего партнера Наташу Костенко, которая живет сейчас в Германии, но мы до сих пор с ней переписываемся. Сколько мы с ней спели партий в одном спектакле. Та же Кармен, она Микаэла. Тот же спектакль «Бал-маскарад», где она Амелия. А вот сколько таких произведений объездили и Испанию, и Италию, и Германию, и в основном мы вдвоем пели. Говорили, что очень сливаются наши голоса. Thank you.
Наталья Александровна, в свободное время чем занимаетесь? Знаю, что вы увлекаетесь кулинарией. Раньше у меня было хобби шить. Я не только себе, но и многим другим шила. Вот. А потом постепенно, просто у меня не хватало на это времени, и можно было купить достаточно хорошие вещи в магазинах. Я как-то от этого отошла. И даже вязала немножечко. Просто так, для себя, может, для успокоения нервов. Вот. А вот готовить я любила всегда, с детства. И особенно я очень любила возиться с тестом дрожжевым. Как мне нравилось, я с ним как вот с живым существом разговаривала. Я всегда делала пироги с разными начинками, но лучше всего получалось именно тесто. И когда меня приглашали в гости, мне говорят, не надо никаких подарков. Ничего не надо, неси свой фирменный пирог с капустой, с грибами, с курагой, с яблоками, совсем, неси свой пирог. Вот. А я настолько любила, у меня бабушка еще в деревне, вот знаете же, эти деревянные, держа, что ли, называется, как она месила. У меня бабушка, мать-героиня, 12 детей было у бабушки. И вот она готовила на всю семью, и я ей помогала на каникулы, когда приезжала. Потом у мамы это очень хорошо получалось, вот именно с тестом. А потом и у меня. Наталья Александровна, я хочу задать, ну, как кажется, все-таки, наверное, самый главный вопрос. Вы счастливый человек? Да. Я счастливый человек, потому что когда-то мы заполняли анкету новогоднюю в театре, и там мне тоже задавали вопрос, вот, что для вас самое главное? Быть нужной людям. Вот я так ответила. И я вижу вокруг себя любовь и коллег своих, и учеников, и близких, и родных, которые остались очень далеко, в городе Куйбышеве за 2000 километров. Вот. И я ощущаю эту любовь подруг своих. Я счастливый человек. Наталья Александровна, подходит к завершению наша встреча от имени нашей творческой группы, от имени телезрителей. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы были нашей гостьей. Сегодня очень так ярко, эмоционально, открыто вы поделились искренне своими воспоминаниями и о работе, и о тех, кто был рядом с вами на сцене, и о ваших учениках, о вашей семье. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, чтобы на афишах мы видели именно ваших учеников. Огромное вам спасибо, сердечное спасибо. И вам спасибо за то, что пригласили. И как-то вернули меня в прошлое. Я помолодела даже. Замечательно. Спасибо. Весельем жизнь прелестна, Пока любви не знаешь, любовь не всем известна, известна всем она. Напомни бокалы, и пусть наши песни звучат не смолкая. Пускай же заря золотая заставит шумный бит, заставит наш бит, заставит наш бит. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі у вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Шукайце нас у сацыяльных сетках. Да сустрэчы!